Говорить я буду, как я понимаю, тут так устроили первым, и тогда уже передам Юре. Ну, Юра, надо сказать, более заслужен, чем я в этих делах, поскольку если кто занимался революционной деятельностью, так это он. Наташа Горбаневская в Москве в те времена организовала хронику текущих событий. Но это был такой анонимный орган, и у него были корреспонденты в разных местах, в частности в Вильнюсе. Юра был таким корреспондентом литовским, это было очень тогда рискованно, действительно очень рискованно. Так что Юра мог бы рассказать больше, чем я, и интереснее, чем я. Ну, я думаю, он это и сделает. Теперь по поводу группы. Ну, это 50 лет. Уже многие не представляют себе эту эпоху. Эпоха была очень душная, очень замкнутая, очень малоприятная. Но я с лет с 19, ну, может быть, чуть позже, я был такой, как бы уже и по-литовски есть такое выражение «вельну приедес», наевшийся чертей. То есть уже такой несогласный с властями придержащими. Я этого особенно не скрывал. Ну и поэтому не делал никакой карьеры, к ней не стремился. Не вступал, конечно, в партию, боже мой, еще вступить в партию, которая убила много миллионов человек, нет, это, так сказать, не для меня. Ко мне приходят два человека. Одного зовут Пяткус, литовец, католик, другого зовут Финкельштейн, еврей-сионист. Сионист – это значит, пытается уехать в Израиль и помочь другим это сделать. Ну, говорят, вот я не знаком ни с тем, ни с другим. С Пяткусом чуть-чуть, потому что я когда-то, лет тоже добрых 10 назад, ухаживал за одной девушкой, которая с Пяткусом работала в одном учреждении. Я к ней приходил на свидание, а он там бывал. Я его видывал, он так не был мне, лицо его не было совершенно чуждо. Ну и приходят и говорят, поговорить надо. Ну мы пошли гулять, пошли на гору Таурас. Было такое правило, что подслушивающие аппараты, у них есть граница 400 метров. Если на 400 метров кругом никого не видно, то, вероятно, тебя никто и не подслушает. Есть еще лучший вариант. Это так... Роберт Кеннеди в свое время приехал к Нельсону Манделе. Там тоже был ничего себе строй. Нельсон Мандела сидит у себя под домашним арестом. Роберт Кеннеди к нему приходит, говорит, а тут, наверное, подслушивающие аппараты. Мандела махнул рукой, говорит, конечно, конечно. Тогда Роберт Кеннеди подскочил до потолка и сильно ударил каблуками о пол и сказал, от этого они портятся. Вот, так что разные были способы. Но мы пошли гулять. И они говорят, тут недавно был Андрей Дмитриевич Сахаров. Он, как ты знаешь, главный советский инакомыслящий. Он приехал на судебный процесс своего друга Сергея Ковалева, который помогает литовским диссидентам вывозить их материалы на Запад. Ну, передает их материал на Запад, у него есть там свои каналы. Ковалев получил 7 лет. Сахаров при этом присутствовал, но его не пускали в залу суда. Но скандал был мировой, потому что именно в те дни должны были Сахарову дать Нобелевскую премию мира. Вместо Осло он поехал в Вильнюс, и Вильнюс на какое-то время, на несколько дней, стал чуть ли не столицей мира. Все глаза мировой прессы были обращены на Вильнюс. И вот Сахаров говорил с нами.
с еврейскими активистами и с литовскими активистами. И сказал, что вот есть такая идея создать группу Хельсинки. Это должно быть нечто новое. Это не секретная группа, не подпольная, не анонимная. Мы сами объявляем свои фамилии, свои адреса и начинаем с того, что мы не намерены нарушать действующие законы. Если нас тронут, то власти сами нарушат свои законы, потому что мы ничего противозаконного делать не намерены. В Хельсинки подписали договор о том, что должны быть обеспечены права человека. И этот договор нарушается, потому что права человека в Советском Союзе не обеспечиваются так, как надо бы. Ну, хотя бы вот пример. Еврей хочет выехать в Израиль, его не пускают. Или литовец там высказывается за независимость Литвы, его сажают. А почему? Если должна быть свобода слова, он может высказываться. Ну, спорьте с ним, ну, говорите, что это не нужно, доказывайте, но не сажайте, ну и так далее. И всякие такие нарушения, у кого-то там обыск, нарушены определенные правила обыска. Вот все это будет, эти группы будут фиксировать, документировать, причем строго документировать, что не просто прошел такой-то слух, а совершенно точно вот такой-то, такой-то адрес, такое-то, такое-то лицо, вот нарушены его или ее права человека. И эти документы будут посылать всем правительствам, подписавшим Хельсинское соглашение, включая советское правительство. Что вот примите меры, господа, ну что это такое? Это же безобразие. Подписали договор и его почему-то не исполняете. Ну, все понимали, что исполнять никто не собирался и не будет, но это оказалось вот то колумбово яйцо, которое в тех условиях, увы, сейчас вот такие вещи уже не получаются. Уже Путин и прочие, Лукашенко и прочие обнаглели. Но тогда они еще не полностью обнаглели и чуть-чуть реагировали на такие вещи. И значит, им было важно с Западом какие-то торговые отношения, какие-то дипломатические договоренности. Им было это важно. И Хельсинские группы им в этом мешали. Ну, и вот, говорит Сахаров, мы устроили такую московскую хельсинскую группу, там 11 человек, украинская образовалась, на подходе вот грузинская и армянская. Грузинская собирается руководить Гамсахурдия. А это такой человек, такой мачо, такой, так сказать, красавец, ну, прямо Фидель Кастро. Ну, вот Гамсахурдия, вот он будет. Армяне там тоже что-то. Давайте в Литве устроим. И вот Пяткус и Финкельштейн сказали, мы решили эту группу устроить. Мы предлагаем тебе вступить, потому что ты уже известный человек. О твоем письме в ЦК прямо говорит радио каждый второй день: ах, Венсло, ах, что написал, ах, что с ним сейчас будет, а вот что будет, он будет член Хельсинской группы. Тем самым нам поможет. Я говорю, ребята, идея очень правильная. Может быть, действительно, это какое-то колумбово яйцо. Может быть, с этого начнется какое-то развитие событий. Но, говорю, я же хочу уехать. Вот представим себе, что они меня возьмут и отправят на Запад, как довольно многих отправляли. А вы останетесь, и вы сядете. Хорошо я буду выглядеть на Западе. На что они мне сказали? Во-первых, никто тебя на Запад не отправит, всех посадят, и тебя в том числе. Я говорю, да. Говорит, дадим тебе книжку как раз Кузнецова, который пытался самолет похитить. Так книжку
написал он в тюрьме, ее вынесли из зоны, передали на Запад, в этом принимали участие мои знакомые, но я не знал, конечно, кто и как это делает. И эта книжка была напечатана, и опять проникла в Советский Союз. Дадим книжку, прочитай, и скажешь через 2 дня, хочешь поступать или не хочешь. Я прочитал. Книжка мрачная. Нравы советской тюрьмы, ну, очень неприятные. Я думаю, 10-15 лет в таких условиях, а потом, ах ты трус несчастный. Вот не вступишь, значит, струсил. И пошел и сказал, теперь мне после этой книжки уже стыдно не вступать. Они сказали, молодец, а если тебя вдруг отправят на Запад, что вряд ли, будешь там нашим представителем, будешь приносить пользу. Мы даем тебе такое задание, а пока что работай. Ну, я вступил, еще 2 человек нашли. Тут были несколько важных моментов, которые надо отметить. Во-первых, вот этот легализм, что мы юридически строго следим за всеми юридическими правилами. Это был первый такой случай в Литве и в Советском Союзе, вот московская группа тоже, первый такой случай. Оказалось, что это правильная дорога, потому что Союз был таким же легалистским. Это было через 10 с лишним лет, даже, ну не даст, через 10 с лишним лет, но он придерживался того же легалистского принципа, и это оказалось правильным, это оказалось удачной идеей, удачной стратегией. Первое. Все в Литве говорили, что это безумие, это вы суете голову в петлю, и не только свою, но еще и чужие головы. Это провокация, это где ваши мозги и так далее. Очень много я тогда такого слышал. Но мы твердо стояли на этом принципе. Второй момент, это было, что Гельсинские соглашения нам не нужны, что они вредны Литве. В них написано, что государственные границы не могут меняться. Это значит, нас отдали Москве раз и навсегда. Запад всегда продает, они продажные шкуры, только мы героические борцы. А Запад, как всегда, продал, подписал, что отдает Литву, Латвию, Эстонию навсегда Москве. И теперь начнется уже полная русификация. Советский Союз будет совершенно ни в чем не стесняться, и увидите, как это будет ужасно. А вы поддерживаете Гельсинские соглашения? Да это предательство. Не заметили одного. В Гельсинских соглашениях было написано, границы нельзя менять силой, а легальным путем можно, что и произошло. Союз и дальнейшие происшествия, они изменили границы Советского Союза не силой, а легальным путем. И больше такого было. Чехия и Словакия разошлись легальным путем. Западная и Восточная Германия объединились легальным путем. Оказалось, что все это была типичная, простите за выражение, наша паника. Это второй момент. Третий момент. Нам говорили, ну мы понимаем, вы хотите независимой Литвы, чтобы русских не было, но вы не можете это прямо сказать, поэтому якобы выступаете за права человека. На это я мог отвечать никакое не якобы. Мы действительно выступаем за права человека. Это более высокий принцип, чем даже независимость. Это более высокий принцип. И надо встать на эту более высокую ступеньку. Это может привести к любопытным происшествиям, то, что по-английски называется developments. В других группах было немножко иначе. Украинцы были почти все националисты. Их интересовала только независимость, только самостоятельность Украины. Было даже хуже.
Там был такой Левко Лукьяненко, ныне покойный, который написал статью о том, чтобы запретить украинцу жениться на ком бы то ни было, кроме этнической украинки. Не дай бог на русской, на польке тоже не дай бог, чуть меньше, но не дай бог. На еврейке не дай бог, только этническая украинка. Но это правильно кто сказал, что это, простите, фашизм. В частную жизнь вмешиваться человека нельзя. Этого Левко Лукьяненко, он потом сидел, он человек заслуженный по-своему. Его назначили послом в Канаду, но как-то не было понятно, что с такой его программой делать. В Канаде он тоже эти идеи проводил, поэтому в Канаде это как-то неудобно. И поэтому было неудобно. Армянскую группу интересовал один вопрос – Нагорный Карабах. Ну, как известно, он долго и до сих пор, видимо, Армению интересует, но кончилось это очень печально, кончилось войной и кончилось проигрышем. И права человека мало интересовали, их интересовал Нагорный Карабах. Грузию то же самое. Гамсахурди оказался отчаянным националистом и ничего более того. Ну, а вот в Литве было немножко иначе. Мы очень настаивали на том, что мы за права человека. Мы за то, чтобы человек мог выступать за независимость и при этом не страдал. Но мы не говорим прямо, что мы сами за независимость. Или там скажем, что очень многие наши подпольные группы требовали присоединить к Литве белорусские некоторые районы. Гервяты там, Пелясу, еще что-то, чуть ли не Гродно, чуть ли не Лиду. Ну, в общем, вернуть те границы Литвы, которые указаны на картах 2020 года. Многие это. Мы этого не поддерживали. Это наш Карабах, так сказать, это ни к чему, кроме конфликта, не приведет, это бессмысленно. А при правах человека эти вопросы можно решить без присоединения, без изменения границ. Или там наша должна быть Калининградская область. Нет. Но если кто-нибудь за это выступает, его нельзя за это карать. Если он не требует пойти войной на Калининград, а просто говорит вот так, и это так. Вот у нас была в Рельской группе, я говорю, у нас было, кроме Пяткуса, Финкельштейна, меня было еще 2 человека. Была блестящая женщина, назвали ее Она Лукаускайте. Старуха, из тех вот великих старух, но это как Надежда Мандельштам, как, не знаю, как Елена Боннер, вот такая старуха. И Она Лукаускайте была эсеркой. Не кем-нибудь, а членом партии эсеров. Чуть ли не какие-то бомбы сама бросала при Сметоне. Она была против Сметоны. Когда Литву заняли Советы, она пошла во главе большой демонстрации к тюрьме освобождать заключенных. И освободила. И выпустили коммунистов, и выпустили эсеров, и еще кого-то, кто там еще сидел. Всех выпустили. Через 2 дня эсеров опять посадили, а коммунисты стали управлять страной. Но она была приятельницей, говоря даже больше, чем приятельницей Казиса Прейкшеса. Казис Прейкшес был очень крупный коммунист. Она пошла к нему и сказала: Казис, что вы делаете? Разве это то, о чем мы мечтали? Разве это то, о чем ты шептал мне на ухо в те незабвенные мгновения? Ну, что-то в этом роде. Это я шучу. На что Прейкшес сказал: да, интересно, почему ты ко мне приходишь с этим, а никто другой не приходит? Ну, говорит, она говорит, ну, потому что таких сумасшедших старух вроде меня больше нету. Но я должна это сказать. И вот потом она угодила в Воркуту, просидела 10 лет, вышла, а потом стала членом Рельской группы. Когда я ей сказал, вот есть такая идея, она сказала, ну, это то, о чем
мечтала всю жизнь. Конечно, я вступаю немедленно. Меня, наверное, не посадят, может быть, сошлют, но к этому я привычна. Ее даже не посадили. И вот она сказала, когда было у нас такое первое заседание группы, сказала, а ведь знаете, если мы выиграем, и коммунистов станут преследовать, нарушая при этом их права, нам придется защищать и коммунистов. Я сказал, ну что ж, вы правы. Все эти литовские подпольные группы, так же, как украинские, как грузинские, они были чисто патриотическими. Но вот в Литве, в этих подпольных группах, не было никогда, насколько я помню, ни одного русского, ни одного поляка, ни одного еврея. Из чего делается вывод, даже не безосновательный, что они как-то не совсем доверяют и русским, и полякам, и евреям, каковы бы ни были взгляды этого данного русского, поляка, еврея. Вот у нас объединили первый раз в нашей гельской группе людей двух разных национальностей. Были литовцы, но был один еврей. Первый раз в истории литовского подпольного движения. И это очень важно. Так же, как в парламенте у нас есть сейчас русские, есть евреи, есть поляки. И правильно, так и должно быть. Это был такой эмбрион парламента. Ну вот мы делали эти документы. Мы эти документы поехали в Москву и представили там западным журналистам. После чего я вернулся в Вильнюс, и мама мне говорит, а тебя приглашают в Министерство внутренних дел. Ну, внутренних дел это не совсем КГБ, хотя и близко. Но, ну что ж, приглашают, надо идти, посмотрим, что они там хотят. Ну, как я иногда шучу, что по Ильфу и Петрову я взял допровскую корзину, то есть положил там бутерброды и смену белья, потому что оттуда я уже, наверное, не выйду. Пошел в Министерство внутренних дел. Они мне говорят, вот у вас есть приглашение в университет Беркли, почему вы не едете? Я говорю, а у меня нет иностранного паспорта и нет визы. Они говорят, будет вам паспорт и виза, только поезжайте. Я говорю, ну, я так не могу сразу, мне надо поговорить с родственниками и с друзьями. Даем на это 2 недели. Я поговорил с матерью, мать говорит, чем тебе сидеть в тюрьме здесь, уж лучше сиди на Западе. Но они были абсолютно уверены, это ясно, что я там пропаду. Таких было очень много. Очень многие, оказавшиеся на Западе, потом там жаловались, страдали, стенали, попрошайничали. Не все. Тот же Юрашес этого не сделал, тот же Жилюс этого не сделал. Но очень многие. Был такой Вальдес Санеляускас, ярый антикоммунист. Оказавшись в Америке, оказался ярым антиамериканцем. Да тут одни негры, одни преступники, одни наркоманы. Президентом избрали негра. На что это такое? И написал целую книгу об этом на английском языке. Вот думали, что со мной будет нечто подобное. Или я вообще там сопьюсь и умру, или даже покончу с собой. Этого не произошло. Друзья мне выдали бумагу, что я назначаюсь их представителем на Западе, и, оказавшись там, я эту бумагу пустил в ход. Стал добиваться входа в разные западные учреждения, выступал на сессии Конгресса, говорил с канадским премьер-министром, была такая Флора Макдоналд. Ну, с Рейганом не говорил, но Рейгана видел. Находился, значит, с ним в одной комнате. Был такой момент. Именно как представитель гельской группы. Выступал в Белграде не выступал. Туда я не поехал. Но в Мадриде выступал. Словом, исполнял в меру сил, в меру своих слабых сил эти свои обязанности члена гельской группы, члена представителя на Западе.
Ну, до освобождения. Я надеюсь, что это была какая-то капля меду в этот самый, в этот самый улей, что ли, назовем его так, освобождение. И я считаю, что Гельская группа – это историческое явление, и оно кончилось. Оно кончилось с освобождением Литвы. Появились новые возможности защиты прав человека уже при демократическом строе. И Гельская группа уже, по-моему, не нужна с момента, как Литва стала нормальной страной. Но кто-то пытается ее возродить, из этого никогда ничего не получалось. Несомненное нарушение прав человека касается русской культуры. Вот не проводится или стараются не проводить, в последнее время с этим уже лучше немножко кажется, но стараются не проводить грань между Путиным и Пушкиным. Ну, есть грань. Есть это разные вещи. Путин это одно, Пушкин другое. Ну, опять же, можно сказать, кто-то правильно сказал, что памятник Пушкину это всегда вот Советский Союз ставил памятник Пушкину, здесь ступила наша нога, здесь наша земля. Это так. Но, понимаете, если это в центре города, вот было под замком Гедемина это было сделано при царе, и потом снято поляками, даже не поляками, отступающие царские войска увезли этот памятник. Потом это было сделано при советах, тоже под замком Гедемина. Ага, под замком Гедемина не кто-нибудь, а вот наш Пушкин. Не Мицкевич, не Майронис, а Пушкин, который в Вильнюсе даже не был никогда. Ну, значит, в неправильном месте. Но если он стоит у дома, связанного с Пушкиным, Маркучей, там снимать уже нехорошо. И об этом я писал и говорил. Это вот нарушение прав человека. Есть, конечно, есть. В любой демократической стране сплошь и рядом происходят нарушения прав человека. Но демократия есть место, где об этом можно говорить, можно кричать, можно демонстрировать. И тебя, как правило, за это не посадят. Как правило. Ну, разве что ты там камни бросаешь, и тем более гранаты бросаешь, тогда могут посадить и, наверное, правильно сделают. Но можно. На этом я кончаю, господа. Простите, что очень долго. Но Юра, я думаю, что-то скажет тоже. Потому что Саюдис гораздо важнее. Саюдис действительно добился освобождения Литвы. Мы только попробовали. Дело в том, что у нас с Томасом отношения завязались еще до знакомства. У нас очень много общих друзей. Это оказалось потом. До этого я этого не знал. Я, например, очень близко дружил с Натальей Горбаневской. Которую С кем? С Наташей Горбаневской. Да. Которую Томас очень высоко ценит как поэта и как человек. Это нам известно. Вот. А она была в нашем кругу, когда я был еще совсем мальчишкой, мне было 15-16 лет. И это были, не такие уж серьезные отношения, которые тогда казались, просто приятельством, дружеством, какими-то школьными делами, которые очень быстро кончились. Дело в том, что вы помните, что Наташа вышла на Красную площадь 25 августа 1968 года с плакатом за вашу и нашу свободу. Вот. Так вот, я тогда понял, что мне бы хотелось, чтобы лейтмотивом моей жизни был именно этот лозунг. Вот так, в общем, получилось. Поэтому я себя считаю очень счастливым человеком. Вот. Но кроме того, я могу сказать, что в том же 1968 году, но раньше, августа, 30 апреля, вышел первый номер бюллетеня «Хроника текущих событий», с которым у меня связана большая часть жизни и который, я считаю, очень много переменил. И в российской истории, я считаю, и в литовской истории, и, может быть, даже в мировой истории. Вот. И оказалось так, что Наташа была первым автором и редактором этого бюллетеня, который, я не знаю, может, кому-то это неизвестно, занимался, в общем, таким простым делом, суммировал нарушение прав человека в стране. Вот. Сначала это был малюсенький такой 3-4-страничный бюллетень, потом он стал толще, потом он стал чаще выходить. Вот я сделал сегодня копию. Вот
так выглядела эта первая страница этого вот нашего издания. Вот, дело в том, что в знаменитой песне Галича есть, Эрика берет 4 копии. Так вот, засовывали в эту Эрику 12 копий. И вот это примерно где-нибудь 8 или 9. Наташа отправилась в ссылку после того, как вышла протестовать против ввода войск в Чехословакию. Не в ссылку, вот в психушку ее отправили, где уже она не могла никак издавать бюллетень и помогать его изданию. Но это у нее... Эту эстафету перехватил наш любимый школьный учитель. Вот я учился в особенной школе, такая вторая московская математическая школа, где, как сказал бы Грибоедов, упражнялись в расколах и безверии. Вот это и был изумительный коллектив и учительский, и ученический. И вот там был замечательный преподаватель литературы и истории Анатолий Александрович Якобсон, который и был вторым редактором хроники текущих событий. Вот. Он занимался этим серьезнее, он действительно был как бы более близок, ну, как бы, я не знаю, к анализу, к академической науке и так далее. У него это издание стало более объемным и более аналитическим. Вот. Это продолжалось 3 года, после чего, естественно, его стали преследовать как могли. Он к тому времени уже ушел из нашей школы, но многие мои друзья оказались в поле его духовного тяготения. То есть мы были его единомышленниками, были его последователями, и, в общем, мы на него молились. И молимся сейчас, хотя его давно нет на свете. Вот. И втянулись каким-то образом в помощь ему. То есть я не могу сказать тогда, в 70-м, в 71-м году я делал что-то серьезное, но иногда перепечатывал, иногда что-то делал и так далее. Вот. К какому-то моменту, по-моему, к середине 72-го года обстоятельства сложились так, что КГБ пустило слух в обществе, что если выйдет еще один номер хроники текущих событий, Якобсон будет арестован. Вот. Но тот, что ли, условный коллектив, инициативной группы назывался, по защите прав человека, принял решение тогда, что хроника прекращает на время выход до того момента, когда станет ясно, действительно ли это серьезная угроза и что делать. Вот. И выход прекратился больше, чем на полгода. Вот. А материал накапливался, потому что к тому времени уже вся эта кровеносная система сбора информации по всей стране, она действовала. И гонцы, и ручейки эти, бумажек, которые из лагеря передавали, каких-то записочек на тряпках, на чем угодно, они приходили и скапливались в некоторых домах, куда я был вхож. Я это хорошо знал. Вот. И случилось так, что некая группа людей, в которую входила из известных вам, скорее всего, это был Ковалев, это был Александр Лавут, и это было, называть никого больше не буду, но неважно, в общем. Люди, которые сказали, мы берем на себя ответственность за выход, то есть мы будем говорить, что хроника издается под нашим началом, если не прямо нами. Но делать ее мы не будем, потому что если нас возьмут, вся структура ее создания немедленно выйдет на поверхность и станет достоянием КГБ. А надо сказать, что это и моя личная гордость, и наша общая гордость. Как они ни старались, с 68 года до 81-го, они не смогли вскрыть эту систему. Вот. Хроника продолжала выходить во все эти годы и перестала выходить только тогда, когда времена переменились, и в ней нужда уже не то чтобы пропала, но, в общем, ослабла. Вот. За это время я успел познакомиться с Томасом, и вошел в литовскую, значит, жизнь таким образом. Я был влюблен в литовскую девушку, под этим соусом приехал в Литву и поступил здесь в институт, стал переводить литовских авторов, стихи, иногда прозу и так далее. И, в общем, как-то, ну, не все, конечно, литовцы, и не те, которых, может быть, я бы сам выбрал, но меня, в общем, приняли за своего. Я прилично понимал, говорил, может быть, еще не очень хорошо, но, во всяком случае, я действительно был здесь не чужим. И постепенно я стал выполнять функции курьера. Я возил наши материалы туда, в Литве меня познакомили с теми, кто делал к тому времени очень разросшийся литовский самиздат, и я его возил в Москву, отдавая тому же Ковалеву, по дороге переводил часть. И потом, естественным образом, когда мы стали делать хронику уже более плотно и профессионально, меня, естественно, назначили, или я сам себя назначил, с этим все согласились, редактором раздела «События в Литве».
И он был у нас большой, очень обширный и очень подробный. Информаторов была у меня масса, но я был не один десяток. Что дальше произошло? Томас уехал, и я продолжал по возможности следить за его судьбой, за тем, что он пишет. И как-то раз мой друг, человек, который для меня очень много сделал, такой Феликс Дектор, человек вильнюсский, из вильнюсских евреев, который изумительно переводил литовскую прозу, сделал достоянием российского читателя, русского читателя романы и повести Скокаса Мерса. Вот. Он к тому времени уехал в Израиль, но мы с ним переписывались и перезванивались. И в какой-то момент он мне прислал текст Томаса, который назывался «Евреи и литовцы», который меня поразил. То есть я на самом деле Томаса очень люблю и давно, и как поэта очень люблю, и как литературоведа, и знатока литературы, и интеллектуала. Но какой это сильный публицист, я до этого момента не знал. И эта статья мне очень помогла. Она меня направила в какое-то немножко другое русло, и я сам стал пробовать писать статьи, эссе. Вот. И в конце концов случилась перестройка, случился Союз, куда я попал тоже по возможности случайно, но не совсем случайно, потому что у меня был опыт издательский какой-то, у меня был опыт общения на двух языках с двумя разными обществами и культурами. И, в общем, так сказать, я пролез туда. Вот. И я хотел бы сказать, что в этом, может быть, одна из главных удач, главное счастье моей жизни. Когда мне удалось осуществить еще одну свою мечту, я очень хотел создать вольную русскую газету. И вот оказалось, что эта вольная русская газета первая вышла в Литве. Эта газета называется «Согласие». Как называется? «Согласие». Согласие. Вот. И мы за нее боролись некоторое время, но это недолго, это сравнительно со всем остальным. 2 месяца я уговаривал своих соратников по Союзу разрешить это, и они разрешили. И первое, что я напечатал в этой самой новой газете, которая потом приобрела очень большой вес и популярность, это была статья Томаса Венслова «Русские литовцы». Вот, который Томас, на самом деле, объяснил и полякам, и русским, и евреям, и литовцам, в общем, что происходило в нашей истории, что происходит, и как нам всем жить друг с другом и обращаться. Вот. А потом судьба меня забросила преподавателю литературного института, и я не придумал ничего лучше, как для своих студентов устроить перевод статей Томаса Венслова, и это была книга его, которая вышла в 1997 году в Москве, она называется «Свобода и правда». Вот, собственно говоря, вот это моя судьба, которая связана и с Литвой, и с Москвой, и с Томасом в первую очередь. Большое спасибо. Ну, а Юра заслуженный для Литвы человек в высшей степени переводами литовских текстов многочисленными и, разумеется, вот этим участием в хронике и связанных с нею делах, и участием в Союзе. Юра, который находился здесь, он отвечал за всю российскую, русскоязычную сторону Союза и очень правильно все это делал. Союз был далеко не единственной группой, которая боролась, скажем, с существующим порядком и желала и добивалась независимости. Была Лига свободы Литвы, было еще несколько объединений. Но дело в том, что они полемизировали, но не враждовали. Были националистические группы. Но дело все в том, что я могу сказать, что моя жизнь в Союзе, она длилась не очень долго, 2,5 года всего лишь. Потом я не выдержал просто этого напряжения, я не политик никакой. Ну вот, так дело в том, что это были люди действительно большого ума. И они умели ладить с теми, с кем, казалось бы, ладить невозможно, и я не умел, например. Были действительно политики, и Ландсберги среди них один из первых. Это шахматист, который высчитывал все на, я не знаю, на 5-6 ходов вперед, когда нам казалось, что все рухнуло, все, значит, в общем, гипс снимает, клиент уезжает, все. Ну так вот, и я могу сказать так, бывало очень трудно. Бывало очень трудно сохранить этот дух единства и так далее. Одни тянули в одну сторону, другие в другую. И всех русских вон, и всех поляков вон, все это было. Но все равно удавалось всегда каким-то образом прийти к общему согласию. Потому и газету я назвал «Согласие», как бы фиксируя это и призывая к этому же. Можно было? Нет, ну именно, я говорю, моя судьба показывает, что было место и русским, и евреям,
И полякам, и татарам, кстати, кому-то и белорусам. А язык общения? И литовский. Литовский да. все разговаривали, то есть... Да, так, те, кто попал туда, конечно, конечно. Русская публика и русскоязычная публика не понимала ничего, что происходит. Там уже вовсю вот были рок-концерты, велопробеги, там марши и так далее. Никакой информации. В официальной прессе никакой. И, вообще-то говоря, все остальные по-литовски, а этот язык, так сказать, у этой публики не имел никакого веса. И я стал издавать еженедельно вот такой вот бюллетень, который складывал я из ватманского листа, а потом приезжали студенты из Института физики и его начали печатать. После этого меня выбрали в Сейм, потом в Совет Сейма, и я стал, значит, большим деятелем. Вот. Ничего себе. Вот я говорю, вот это знание языка, пусть несовершенное, но сработало вот так вот. Оказалось, этого достаточно. На самом деле, я говорю, знаете, в те годы, начиная с 91-го, я за него никак не отвечаю, а вот за меня. Вот, это была абсолютно образцовая демократическая структура. То есть все принималось только голосованием. Никто не мог, допустим, сказать мне, там, вы там у себя в районе делаете то-то и то-то, а этого не делать. Ничего подобного. Да.